Друзья, привет всем! С вами я, дизайнер Игорь Гуляев. И сегодня у меня в гостях моя подруга потрясающая, самая позитивная, самая бесшабашная и клевая певица Слава. Настя, привет! Привет, Игорь. Ты знаешь, в нашу программу постоянно приходят ребята и девчонки, и у каждого есть своя история. И сегодняшняя история такова. Наш герой Олег, он музыкант. И мне сказали, что поменять его стиль предложила его девушка. Ты когда-нибудь меняла стиль своих мужчин? Ну, наверное, нужно идти на компромисс, но я так не делаю. Я всегда выбираю мужчин, которые мне нравятся абсолютно с головы до ног. То есть я выбираю уже мужчину абсолютно как бы готового, горяченького, понимаешь? А это он, кстати? Да. Хороший парень, чего переодевать-то? Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь. Ну, видать, не всегда было. Вот надо почаще голыми ходить, тогда никого не надо будет переодевать. Ой. Скажи, пожалуйста, а кто для тебя является из наших или зарубежных звезд, из мужиков, самыми сексуальными, самыми... Мне кажется, уже ответ очевиден. Такими, да, эталонами. Эталон, Реву и меня не называть. Ой, Реву вообще, конечно. Ну, слушай, я не знаю, мне кажется, что самый сексуальный мужчина, это, конечно, Анатолий, мой муж. Настя, скажи, пожалуйста, а кто для тебя из женщин является иконой стиля? Может быть, русской, советской, западной? Ну, наверное, из наших. Ну, слушай, я не знаю, вот икона, стиля, это вообще... Для меня Софи Лорен. Вот ты сколько бы лет не проходила, Софи Лорен, Одри Хёбберн, это такие... Это потому, что это лицо, понимаешь? Это эмоция. Вот это лицо, оно делает все. Неважно, ты оденешь на нее там валенки или там, не знаю, какое-нибудь рваное пальто. Вот эти глаза, это все, понимаешь? Это все сыграет. На стиль. Поэтому, конечно, мне кажется, что стиль — это такое состояние души, а не, как бы, не визуальный образ какой-то. А ты сама когда-нибудь подражала какой-нибудь звезде, какой-нибудь знаменитости? Ты знаешь, мне очень нравился Богдан Стамир. Ну, почему нет? Объект подражания нормально. У него были такие хвосты, и мы с сестрой какие-то на рынке там покупали хвосты лисьи и пришивали себе на джинсовку и ходили: эй, подруга, посмотри на меня, а у нас были косаки, вот мы подражали Богдану Стамиру. Подруга, посмотри на меня, думай обо мне, делай как я. Эй, ты посмотри на меня, делай как я. На этой ноте я предлагаю немного прерваться и посмотреть, что происходит у нас с героем Олегом. Ну что ж, друзья, продолжаем общаться с певицей Славой, самой бесшабашной и позитивной барышней на планете Земля. Настя, скажи, какими элементами одежды ты любишь привлекать мужское внимание? Знаешь, мне очень нравятся лосины. Бирюзовые? Нет, не бирюзовые, просто черные лосины. Мне очень нравится высокий каблук, платформа. Ну, такая, знаешь, устойчивая позиция такой лошадки. Ну, тебе есть что показать. Ну да, вот у меня очень красивая нижняя часть, и я ей очень горжусь, и мне она досталась, как говорится, по наследству от папы и мамы. Вот, поэтому она очень красивая, я такая R&B-шная девочка в этом плане. Поэтому я все время ее подчеркиваю, обтягиваю, и мне это нравится. И очень люблю водолазки, кстати, еще. Очень. Водолазки, вот, хотя в них невозможно дышать, они меня душат, но красиво. Я люблю, когда... Знаешь, как у нас в Петербурге водолазка называется? Как? Бадлон. Бадлон. Ужасное слово. Да-да-да. Это ужасное слово бадлон. А я тебя очень люблю... Я тебя тоже. Да, я тебя очень люблю в платьях силуэтных, обтягивающих и сошлей. Да, это сейчас Ты мне нравишься в такой, знаешь, в Америке 20-х. Да, вот последние где-то лет 5 это вот вечерние платья. Ну, я нашла свой стиль как бы, ну, на эстраде, на работе. Вот, и я, конечно, обожаю вот эти сумасшедшие, конечно, деньги плачу, но красиво. Скажи, пожалуйста, где ты любишь шопинговаться? Ты знаешь, я не люблю шопинг, я ненавижу переодеваться, я не люблю мерить. И для меня это просто адский ад, это просто вынужденная, понимаешь, ситуация, что нужно что-то покупать, потому что нужно как-то выглядеть. Так бы я вообще не ходил в жизни по магазинам и все. Я люблю фирмы, которые мне абсолютно подходят. То есть это Роберто Кавалли, вечерняя, да, и Дольче Габбана, предположим, да. То есть я знаю, что я могу не мерить, я могу взять там 42 размер, брюки, там пиджак, платье, и 100% это мне подойдет. Поэтому, ну, единственное, что обувь, конечно, надо мерить. Самая бесшабашная покупка у певицы Славы? Знаешь, я купила на аукционе шляпу Мадонны, которая снималась в клипе Music. Music, белая, вот этот Mix of People Come Together. Вот, и вот у меня эта шляпа, она лежит, и Гуччи, и все, и лежит. Уже сколько? Ты ни разу не приглашали на скачки Монте-Карло?
Меня везде приглашают, только я никуда не хожу. Сейчас давайте отвлечемся и посмотрим, что происходит у нас с героем Олегом. Продолжаю общаться с певицей Славой, и пока вы наблюдали за нашим героем Олегом, у нас зашел разговор о музыке. Слава, давай делись со зрителями, что у тебя нового в твоем творчестве, и расскажи нам о своем новом клипе и о своей новой песне. Очень красивая песня, такая спелая, сочная, про взрослого мужчину, про настоящую любовь. Уже такой, знаешь, когда ты понимаешь, что ты делаешь, когда это с полным чувством и эмоций, знаешь, когда они не подростковые, а именно вот когда ты в полном соку, Ты сама знаешь, уже выросла. да, в полном расцвете силы лет, когда вот ты опытный, это про это. То есть, конечно, когда там молодежь не поймет, о чем это. То есть, вот когда я пою на концертах, вот мне в основном аплодируют, знаешь, взрослые женщины, мужчины, потому что они это понимают. То есть, спелый мой, зрелый мой, вкусный мой, сочный мой. То есть Ну, молодежь понимала одиночество, сволочь. Да, это дети даже, кстати, очень И любят. дети Да, понимали, просто понимаешь, даже не ну, зачупеть. Так что я думаю, что воспримут и это нормально. Да, я надеюсь. Сейчас потому молодежь что прогрессивная. Мы там все порезали, все там будет все красиво, вот так вот, ничего не видно. Вот, но в интернете можно будет посмотреть полную версию. А творческие планы, как обычно, поем, танцуем, получаем премии и призы, надеюсь, что получим. Готовим шикарный огромный сольник. Будет первый мой сольник, кстати, потому что я очень серьезно отношусь к этому событию. Уже будет 15 лет, в принципе, можно заслуженную давать. А у меня будет еще юбилей 35. Короче, все это сложится воедино. И, конечно, я всех вас приглашу. Тебя в первую очередь. В шубе, в горностае Вот выйду. так, вот так. Я только хотел сказать на... Да, в горностае выйду. И, кстати, твое платье, спасибо, как красиво, да, и вообще. И, кстати, в клипе да. прекрасное платье на синхронах, такая, я такая нежная, там такая необычная. Ну, короче, я там очень крутая, красивая, смотрите, сексуальная, позитивная. Певица Слава. Белый мой, нежно целуй подолгу, зрелый мой, плечи ласкай ладонью, вкусный мой, в сердце оставь наколку, дорогой. Настя, я безумно рад, что ты была сегодня у меня в программе. И от тебя прошу пожелать нашим героиням и ребятам, тем телезрителям, которые нас смотрят, какой-нибудь совет просто от тебя. Как жить, как быть любимыми, и чтобы все было хорошо в жизни. Ну, во-первых, хочу тебе сказать большое спасибо, вообще, в принципе, потому что я тебя тоже очень люблю. Вот. А совет, ребята, главное, это, конечно, ну вот, как мы говорили, главное, это глаза, душа. А когда душа поет, глаза горят, Да, когда ты тогда видишь- уже не важно, что на тебе одето. Конечно, когда ты ты видишь- умеешь эту одежду нести. Да, когда ты видишь глаза любимого человека, уже не важно, что на тебе и что на нем. Любите. И будьте любимы, и пусть эта любовь будет взаимной. С вами был я, дизайнер Игорь Гуляев. И я Вита Слава. Увидимся.